Автомойка для комбайна. На руднике «Мир» на проходческие машины установили системы орошения. Теперь грязь и пыль с техники смываются прямо в забои. О том, как сказалось нововведение в работе машин, расскажет Лариса Удовенко. Каждая рабочая смена для машиниста проходческого комбайна Аркадия Гамаева начинается одинаково. Осмотреть сначала, если есть какие-нибудь поломки, устранить. Техника в подземке нуждается в профилактике. Особое внимание шарошкам, рабочему органу комбайна для отбойки руды. Чтобы очищать ее от грязи, на комбайны установили системы орошения. Новшество помогает и машинисту. Пыли при работе поднимается в разы меньше. Включить воду Аркадий может в любой момент. Пыли меньше, зубки легче меняются. Раньше вдвоем надо было выбивать, менять зубки. Сейчас одному можно. Намного проще стало. Системой орошения снабдили 7 комбайнов, работающих на горизонтах мира. Первыми эффект от внедрения заметили в цехе по ремонту подземного оборудования. Здесь круглосуточно идет работа, монтируется новая техника, проводится профилактика, ликвидируются поломки. Простои уменьшились за счет того, что проходит отсутствие пыли, грязи, всего этого меньше становится. Система орошения не ноу-хау. Оказывается, она всегда была в комплектации проходческих комбайнов. Вот только до последнего года ее на руднике «Мир» не использовали. Раньше не использовали, потому что мы работали в более обводненных выработках, поэтому и не была решена полностью система водоотведения с очистных лент. Сейчас, когда мы эти вопросы решили, то есть применение этой системы обязательно. Также дополнительно она у нас связана с системой охлаждения масла с помощью теплообменника. Вода у нас охлаждает масло, соответственно, гидросистема работает комбайна более стабильно. Техническая вода теперь есть в каждом забое, где работает комбайн. Для этого пришлось проложить специальные трубопроводы протяженностью в километр. Экономисты рудника «Мир» считают, что установка систем орошения уже повлияла на эффективность производства всего предприятия. Лариса Удовенко, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».